Добрый день, меня зовут Волков Александр Владимирович. Я являюсь заведующим сектором археологии и древней истории Чувашского национального музея. Сегодня мы продолжаем цикл рассказов об истории, древнейшей истории Чувашского края. И сегодня разговор пойдет о бронзовом веке Чувашской республики. Бронзовый век сменяет каменный век и начинается приблизительно 5000 лет тому назад, когда люди на территории Земли обнаружили выходы меди и, смешав медь с оловом или с мышьяком, получили более твердый металл бронзу. В эту эпоху на территории Чувашии приходят племена, и здесь обосновываются, остаются здесь, переходят к оседлому образу жизни и открывают здесь археологическую культуру. Свое название археологическая культура получает по населенному пункту, близ которого был обнаружен первый памятник той или иной культуры. Первый памятник людей, которые пришли сюда, был обнаружен около деревни Баланово в Козловском районе Чувашской республики и, соответственно, получило название Балановской археологической культуры. В 1933 году сотрудники Чувашского центрального музея, ныне это Чувашский национальный музей, провели первые раскопки этого могильника и обнаружили там захоронение древних людей и отнесли его к бронзовому веку. В 1977 году Василий Филиппович Каховский также провел археологические исследования на этом же могильнике и обнаружил там погребение, которое представлено в экспозиции Чувашского национального музея. Перед вами погребение из Балановского могильника, 118 по счету. Погребение мужское. Интересный факт. В балановской культуре мужчин хоронили на правом боку, а женщин на левом. Как мы видим, данное погребение захоронено на правом боку, соответственно, это мужское. Кроме этого, здесь мы видим и погребальный инвентарь, то есть предметы, которые захоранивали вместе с умершим. Здесь мы видим два перевернутых сосуда, в которых ученые обнаружили остатки пищи. Кроме этого, здесь же можно увидеть между позвонков бронзовый наконечник дротика зеленого цвета. Дело в том, что бронза, попадая в почву, подобно железу, который ржавеет, бронза окисляется. Каждая археологическая культура имела свои традиции изготовления керамических сосудов и наносила на сосуды свой определенный узор, орнамент. В частности, балановская культура изготовляла подобные керамические сосуды, которые напоминают нам немного шар, на который они носили орнамент в виде косых насечек. Но, несмотря на то, что наступила эпоха бронзы, люди использовали камень для изготовления своих орудий труда и охоты. В частности, балановская культура использовала боевые каменные топоры, представленные в экспозиции нашего музея, с помощью которых они охотились или сражались, или ходили на войну. Ученым-археологам часто помогают ученые-антропологи, которые узнают возраст, пол и чем болел погребенный человек. Кроме этого, они могут создать и воссоздать черты лица древних людей. В частности, был воссоздан вид древнего балановца. И когда ученые воссоздали его лицо, то определили его к восточно-средиземноморскому антропологическому типу. В 15 веке до нашей эры рядом с балановскими племенами поселяются племена Абашевской археологической культуры. Свое название эта археологическая культура получила от села Абашево Чебоксарского района Чувашской республики. Именно там в 1925 году казанский археолог Виктор Федорович Смолин провел раскопки древних курганов и обнаружил там совершенно незнакомый науке обряд захоронения. И поэтому отнес его к отдельной археологической культуре. Антропологи также воссоздали черты лица древних абашевцев. И если мы будем сравнивать лица этих людей, то, конечно же, видим разницу в антропологическом их обличии. Абашевская культура имела совершенно другой обряд захоронения и совершенно другие украшения и керамические сосуды. Среди украшений абашевской культуры можно выделить так называемые абашевские розетки, представленные в экспозиции нашего музея. В юго-восточной части современной Чувашии обитали племена срубной археологической культуры. Свое название эта культура получила от того, что умерших людей представители этой культуры хоронили в деревянных срубах. Эти племена были кочевниками и занимались скотоводством.
И, конечно же, тоже имели свои традиции изготовления керамических сосудов, которые также представлены в экспозиции нашего музея. Это была краткая история бронзового века Чувашской республики. Об истории уже более поздней мы узнаем в нашей следующей виртуальной экскурсии.